Ассаляму алейкум, добрый вечер. Известна расхожая фраза «Регион без культурного наследия – это просто территория». Бесспорным богатством нашего Крыма является весь комплекс памятников истории и культуры. Однако, к огромному сожалению, лихолетие прошлых лет, текущие внешние угрозы и порой, к сожалению, наша внутренняя безответственность приводит к потерям культурных ценностей и разрушению памятников истории. Под угрозой ли культурное наследие Крыма? Тема нашего эфира сегодня, и с нашими экспертами попробуем ее сегодня проанализировать. Так, в гостях у нас сегодня Юрий Зайцев, кандидат исторических наук, директор историко-археологического заповедника Неаполь-Скифский. Анна Полканова, заместитель генерального директора Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. София Минова, директор Крымско-Татарского музея культурно-исторического наследия. Вадим Майко, директор Института археологии Крыма Российской академии наук. Александр Герцен, доцент, кандидат исторических наук, декан исторического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского. И Эмиль Сейдалиев, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории Крымского инженерно-педагогического университета. Уважаемые телезрители, мы в прямом эфире и просим вас принять участие в нашем онлайн-голосовании. Понимаем ли мы истинную ценность культурного наследия Крыма, да либо нет? Пожалуйста, голосуйте. У вас также есть возможность задать вопросы нашим экспертам. Телефон нашей студии +7 978 095 41 45. И прежде чем мы перейдем непосредственно к нашей дискуссии, уже традиционно наш сюжет. Охрана культурного наследия в России является одной из первоочередных задач, стоящих перед государством и общественностью. Культура является одним из приоритетных направлений стратегии национальной безопасности Российской Федерации, в которой также предусмотрено усиление государственного контроля над состоянием объектов культурного наследия, повышение ответственности за нарушение требований их сохранения, использования и государственной охраны. Подобные положения отражены также в резолюции по итогам встречи председателя правительства Дмитрия Медведева с руководителем музейных учреждений Крыма от 23 мая 2016 года. Крымский полуостров является регионом особо насыщенным памятниками археологии, истории и культуры. В рамках программы развития Крыма предусмотрено активное строительство новых объектов – ЛЭП, газопровод, трасса Таврида. В связи с этим было активизировано и изучение памятников археологии. Однако в некоторых случаях властями и службами на местах в ходе строительства новых объектов не соблюдается законодательство в сфере охраны и сохранения культурного наследия. Например, во время строительства системы водопровода в Старом Крыму был разрушен ряд памятников археологии, а работы проводились без первоначального согласования с Государственным комитетом по охране культурного наследия и специалистами археологии. Также вызывает обеспокоенность состояние памятников культурного наследия в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. В рамках федеральной целевой программы и региональных программ предусмотрены реставрация и благоустройство известных памятников истории, археологии и архитектуры, в том числе и относящиеся к крымским татарам и исламскому культурному наследию. Ханский дворец, Большая ханская мечеть, особенно актуальна в рамках столетия Бахчисарайского музея, медресе Инджибек Хатун и мечеть узбеков в Старом Крыму, ряд других объектов в других регионах Крыма. В связи с этим вызывает обеспокоенность время проведения охранных и реставрационных работ, которое часто приходится в зимний период, в конце года, когда необходимо освоить средства, что сказывается на качестве исследовательских и реставрационных работ. Несмотря на принятые эффективные меры в сфере борьбы с незаконными раскопками на территории памятников археологии, продолжает сохраняться проблема так называемых черных археологов, которые занимаются разграблением объектов археологии с помощью металлодетекторов. В связи с этим в Крыму было предложено создать институт общественных инспекторов, которые должны отслеживать информацию о грабителях и передавать ее в Госкомитет по охране культурного наследия и чиновникам на местах. В контексте обсуждения данного вопроса, возможно, стоило бы обсудить проблему историко-культурных и археологических музеев-заповедников и поднять вопросы, которые касаются их юрисдикции, полномочий в сфере охраны памятников. Учитывая значение памятников истории и культуры в Старом Крыму, невозможно переоценить актуальность создания Старокрымского музея-заповедника. Помимо этого, наше культурное наследие находится под мощным ударом еще и внешних угроз. Мировую общественность шокировало решение голландского суда отдать скифское золото, которое было найдено на полуострове и хранилось в крымских музеях Украине.
Александр Германович, история формирования, собственно, культурные ценности наши, наш культурный пласт, он формировался веками. Но история потери нами, Крымом, культурных ценностей, это тоже же целая история, которая еще и при этом распадается на целый ряд этапов. Скажите, пожалуйста, можете дать общую характеристику этому процессу, и когда Крым потерял больше всего культурных ценностей, когда вот эта угроза была самой острой, и существуют ли какие-то критические угрозы для нашего культурного наследия на сегодняшнем этапе? Увы, да, потери весьма значительные, и есть четко обозначенный период, когда разграбление нашего археологического культурного наследия приобрело буквально индустриальный характер. Четко можем обозначить. Конец 80-х годов, даже дата 89-й год, когда у нас в Крыму появилась такая вот кооперативная организация под названием «Находка-9», которые взялись за, прежде всего за могильники, предложив свои услуги, но с весьма и весьма странными для нас коммерческими условиями использования этих находок. Но это было только начало. Их тогда удалось, в общем-то, отбить. А потом процесс пошел, ну, буквально, знаете, развиваясь спонтанно в геометрической прогрессии. Прежде всего, как уже упоминалось, это могильники позднеантичного и ранее средневекового времени, комплексы которых содержат значительные в материальном отношении, не только в историческом, но, к сожалению, в материальном отношении ценные артефакты. Таких, ну, можно сказать, масштабов, вот как мы, например, наблюдали на могильнике около Баклинского городища, около Краснозоринского городища, да много, этот список можно продолжать, в окрестностях Мангупа. Это гектары, буквально гектары территорий, которые перерывались вот этими, я избегаю термина «черные археологи», в данном случае с археологией это не имеет ничего общего, кроме способа добычи этих ценностей. А здесь даже противоположная совершенно археологии решается задача. Это грабители, это грабители. И для археологии важнейшим является не только получение новых археологических материалов, а прежде всего это добыча, получение информации о их контексте, в котором они находились. Это возможность реконструкции культурных, политических, этнических процессов. А это все на самом деле выпадает из поля зрения именно научного исследования. Так что масштабы колоссальные. Вот этот четверть века, пожалуй, ну, наверное, не назову никакую другую эпоху, когда утраты нашего культурного археологического наследия были столь значительные. Да, мы продолжим беседу. У нас есть телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Представьтесь, Алло, пожалуйста. Да. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Как Талят вас зовут и откуда? Угу. Талят Ленурович, Симферополь. Да, слушаем вас. Задавайте ваш вопрос. Хочу задать вопрос. Могли бы вообще вот в новейшей истории уже Крыма, так скажем, поставить памятник в Бахчисарае первому создателю нашего Крымского ханства? Вот, Хаджи Да, Хаджи Гиреев. Угу. Потому что, вот знаете, вот в России в прошлом году и поставили памятник и Владимиру, который вообще там никогда не был. Понимаете? Да, спасибо. Огромное спасибо за ваш вопрос. Спасибо большое за ваш вопрос, мы его поняли. Эмиль Исаевич, насколько я знаю, была идея поставить памятник Мингли Гирееву, да, его сыну? Да, вот несколько лет назад, когда у нас были проблемы с местом, да, дворца Калги-Султана, когда там должны были стройку организовать, выступили с этим предложением Гулливер Альтин, как раз и Андрей Витальевич Мальгин, директор Центрального музея Тавриды, поставить памятник Мингли Гираю в Симферополе. Вот. А что же касается памятника Хаджи Гираю, основателю Крымского ханства, насколько я знаю, памятная такая стела в виде такого камня, она уже стоит в Салхате, в Старом Крыму, практически в центре города. Вот такая памятный знак в честь основателя Крымского ханства есть. Что касается Бахчисарая, то тут, наверное, все-таки Сахиб Гираю надо памятник поставить, как основателю города вот, в какой-то момент.
Хорошо, спасибо большое. Вадим Владиславович, возвращаясь к теме скифского золота, эта новость просто шокировала нас всех в конце прошлого года. Мы знаем, что наши крымские музеи, они все-таки подали апелляцию, да, насколько я понимаю. Насколько, вот как вы оцениваете это решение голландского суда и насколько вы оцениваете, насколько высоки вообще шансы все-таки возвратить крымское золото, наше скифское золото домой? Безусловно, конечно, то решение, которое было принято голландским судом, мы никак не можем воспринять. Для специалистов, для музейщиков, скажем так, абсолютно понятно, что те находки, которые были обнаружены на территории полуострова, должны здесь оставаться. Я думаю, что это понятно большинству специалистов, музейщиков на Украине. Просто политика такая украинского государства, что они, вот некоторые из них вынуждены ей подчиняться. Безусловно, решение будет оспорено. Я думаю, что в конце концов наши крымские музеи победят и к нам находки вернутся, безусловно. Когда это произойдет, трудно сказать, но все мы на это надеемся. Но вместе с тем, вот, допустим, экспедиция нашего института археологии продолжает, скажем так, восполнять те утраты, которые были получены в ходе того, что коллекция пока что находится не в Крыму. Тут не могу не вспомнить работу наших экспедиций археологических, в том числе одной из них, так называемая Усть-Альминская. Вот Юрий Павлович Зайцев в ней принимал участие на протяжении многих лет. Сейчас ее возглавляет наш сотрудник Александр Анатольевич Труфанов. И вот за последние 2 года, что эта экспедиция работает, продолжает работы, которые в свое время проводил Александр Евгеньевич Поздровский, наш выдающийся археолог. Вот в ходе этих работ получены очень интересные находки. Многие из них не хуже тех, которые были переданы на экспозицию в Голландию. И таким вот образом постепенно коллекция, скажем так, восполняется, даже без возвращения пока что находок, которые хранятся в Голландии. Безусловно, я думаю, что все это вернется на круги своя, никуда не деться. Юрий Павлович, практика показывает, что когда культурные ценности попадают в другие коллекции, в другие музеи, их потом очень тяжело вернуть назад, вернуть домой. Здесь нужно либо их выкупать, либо должна быть какая-то политическая воля, которой всегда дефицит. Как нам нужно действовать, может быть, какой-то составить алгоритм, либо концепцию для того, чтобы все-таки наши музейные ценности, наши памятники культурного наследия быстрее вернулись в Крым, и не только вот те памятники, которые мы недавно потеряли, а те вещи, о которых вот Александр Германович вначале говорил. Ой, это вопрос такой многогранный, сложный. Почему? Потому что на самом деле практика как раз в большинстве случаев, и это хорошо, что она в основном четко прописан как бы механизм. То есть отдали на выставку, вернули. Тут ситуация экстраординарная, которой мы не сталкивались до этого, и поэтому тут она требует каких-то нестандартных решений. И тут, трудно делать какие-то прогнозы, какие-то давать советы, потому что, повторюсь, ситуация уникальная. Она не имеет аналогов в мировой практике. Поэтому тут все средства хороши, да, то есть это и общественность, и вот те самые, так сказать, апелляции крымских музеев, и информационный шум, который создается вот в средствах массовой информации, это все нужно делать, и это, будем надеяться, что это принесет определенные результаты. Что касается вот упомянутой ситуации, да, которая там Крым лишился многих артефактов. Тут надо все-таки разделять, что мы, с одной стороны, мы, увы, безвозвратно потеряли научный контекст этих вещей, потому что они были изъяты и проданы, так сказать, покинули пределы Крыма или там нашей страны. Вот. И поэтому они утратили научную ценность, но сохранили музейную ценность, которая есть. Она, А тут уже как бы тоже очень многогранно все. То есть это либо... Там есть, например, прецеденты сейчас, когда люди возвращают, или передают, да, государственные музеи. У нас такая практика была, когда просто приходит некий безымянный, так сказать, назовем его там находчик, коллекционер, кто угодно, говорит, возьмите эти вещи безвозмездно в музей. Но это же единичные случаи, правда ведь? Пока да, но раньше таких не было. То есть будем надеяться, что эта практика, наверное, она будет как бы наращивать свои обороты. Может, какой-то выкуп вещей, хотя это тоже всегда находятся и за, и против. Понимаете, как бы свои аргументы, потому что, с одной стороны, вещь утратила контекст, вещь утратила ценность научную, но она сохранила ценность материальную и культурную. И вот здесь весы такие, они колеблются все время. Поэтому тут, мне кажется, мы
как во многих случаях в истории, мы пробиваем себе путь, мы ищем какие-то варианты, которые устроили бы и нас, и музеи, и общественность, и культуру Крыма в целом. Поэтому здесь нельзя давать никаких советов, надо все пробовать. И вот как это все уже сработает, какие даст результаты, вот от этого надо исходить. Да, Александр Германович, как вот мы должны действовать в этой ситуации? Ведь речь идет не только о скифском золоте. Нам вообще нужно предпринимать какие-то попытки, чтобы вернуть те ценности, которые в период оккупации, допустим, у нас были изъяты? Нам нужно этим заниматься или это уже Заниматься, утратить? конечно, нужно. Но вот тут, то, о чем говорил Юрий Павлович, у меня возникла такая вот еще мысль по поводу хранящихся у людей, у собирателей, коллекционеров материалов. Вот это, между прочим, очень-очень большой фонд артефактов, причем весьма ценный. Причем преимущественно материалы, это относящиеся к периоду Золотой Орды и Крымского ханства, имеется в виду нумизматика. И есть ряд коллекционеров, которые готовы свои вещи представить, экспонировать в различных рода экспозициях. Вот, кстати, пример выставки Золотоордынской, которую вот Эмиль Исаевич, как раз один из ее создателей. Там есть же как раз от коллекционеров именно монетные комплексы. Но здесь надо, конечно, как-то, наверное, подработать законодательную базу, чтобы люди не боялись свои вот эти материалы предъявить публично и иметь какое-то юридическое основание для того, чтобы хранить их у себя. Причем это в большинстве своем люди, которые скупали буквально вот у грабителей кстати, по Старому Крыму, особенно по Старому Крыму. Там огромное количество нумизматического материала было, ну, во-первых, пошло по рукам, но значительная часть его была выкуплена. Так что выкуплена вот такими вот цивилизованными коллекционерами. Это вот одно из направлений работы по возвращению наследия. А о том, что вы говорите, то, что когда-то уходило, изымалось. Ну, я хочу сказать, что в свое время, например, многие крымские музеи лишились материалов археологических из драгоценных металлов, когда создавался музей исторических ценностей, коштовностей в Киеве. И вот из Бахчисарайского музея, из других музеев. Керчь, да. Буквально это было еще, конец 60-х, начало 70-х годов. Они сейчас в Украине. Они сейчас в Украине, в Киеве. Вот. Хорошо, у нас телефонный звонок, еще один. Алло, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Как вас зовут и какой регион вы представляете? Как вас зовут? Али Ага Чакал, Салушты, от Совета Старейшин. У меня такой вопрос. У нас вот по сей день продолжается вандализм в Алуште. И при Украине, и сейчас 3 года. Уничтожено кладбище, уничтожен мечеть, еще одно кладбище. И эти территории застраиваются борделями, торговыми точками. Копают, выносят эти вот кости хоронения. Это уходит в неизвестном положении, направлении все это. Не могли бы сюда комиссию, чтобы на месте разобраться? Документы мы подавали. Спасибо большое за звонок. Вадим Владиславович, вы прокомментируете, как нужно действовать людям в такой ситуации? Да, конечно. Насколько я знаю, сейчас все-таки ситуация в регионах Крыма более-менее нормальная в плане отвода земельных участков. Не скажу, что все, конечно, идеально, но, во всяком случае, наш Комитет государственной по охране культурного наследия, вот, в случае, если он не знает, что находится на данном участке, такие случаи бывают, в том числе и в Алуште, вот, постоянно направляет тех или иных людей, которые отводят земельные участки, к нам в Институт археологии. Вот, и есть определенная процедура заключения договора, осмотра земельного участка и уже в дальнейшем его отвода. Вот, и насколько я знаю, вот, во всяком случае, в 2016 году и вот в начале 2015 года у нас очень много обращений из Алушты, из Алуштинского региона, и там практически все участки, которые отводятся, даже не говоря о крупных, а включая и мелкие, скажем так, земельные участки, которые отводятся частным лицам, все это с нами согласовывается. Мне все-таки думается, что ситуация, еще раз скажу, не идеальная, но все-таки лучше, чем было, скажем, до 2014 года, намного лучше.
Да, может быть, повторить, да, еще отправить еще одну комиссию туда, в Алушту, чтобы... Да, безусловно, если есть какие-то сложности с отводом земельных участков, вот я вот отвечаю на телефонный звонок, обращайтесь к нам в Институт археологии Крыма, обращайтесь в Комитет государственной по охране культурного наследия, они реагируют достаточно быстро, вот и мы постараемся реагировать обязательно на каждый такой конкретный случай. София Ханум, вот мы вначале говорили о черных археологах, а как быть с вандализмом, вот как наш телезритель сегодня поставил вопрос, как быть с вандалами? Я понимаю, что это очень такой комплексный вопрос, но тем не менее это очень явление такое пагубное в нашем обществе. Как нам бороться с этим? Ну, нужно, наверное, призвать в первую очередь нашу сознательную общественность к тому, что они были внимательны к таким случаям и своевременно могли сообщить соответствующие органы о том, что происходит такое вот действие. Я думаю, это тоже играет немаловажную роль сейчас. Кроме того, что, естественно, работают и правоохранительные органы, но и комитет не всегда сможет, естественно, охватить все такие моменты. Поэтому, в первую очередь, мы должны быть, наверное, гражданами, проявить свою гражданскую позицию и вовремя среагировать правильно на такое действие. Хорошо, спасибо большое. Эмиль Исаевич, насколько я знаю, вы очень много лет работаете в Старом Крыму. Это такой очень знаковый объект для всех, для нас. Мы связались перед эфиром с руководителем экспедиции, с Марком Григорьевичем Крамаровским. Это ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, доктор исторических наук. Повторюсь, что это руководитель, многолетний уже руководитель Старокрымской археологической экспедиции. Давайте послушаем комментарии и продолжим с вами дискуссию. Что касается некоторых памятников исламской общины, то как будто сейчас ведется такая работа, связанная с созданием по сохранению мечети и медресе Салхата. Но с этим планом совершенно не знаком. И не понимаю, как его можно сделать без человека, который это изучал. А что касается, собственно, Салхата, то я бы сказал, где я более или менее в курсе дела, я бы сказал, что при горисполкоме должен быть какой-то коллегиальный орган, который должен составлять такие планы и курировать их выполнение, вне зависимости от того, кто финансирует проекты. Потому что нужно быть просто в курсе дела. И здесь должны быть представители общин религиозных. Но в некоторых случаях у нас нет уже общин, остаются только памятники. Но и специалисты какие-то, представители общественности и специалисты. Ну, например, вот археолог, который занимается этими исследованиями. Казалось бы, что все очень просто. Но на самом деле ничего такого мне неизвестно. И поэтому очень трудно говорить о перспективах развития этой идеи, о состоянии. Мне кажется, что состояние самое ужасающее. Эмиль Исаевич, насколько я понимаю, по федеральной целевой программе ведется реставрационная работа, да, сейчас в Старом Крыму, но в целом, опять-таки, это тот регион, где чиновники, по-моему, не до конца понимают значимость этих объектов исторических. Расскажите подробно, как специалист, который уже много лет работает в Старом Крыму, какая там ситуация и какие его сюжеты связаны с непониманием, взаимосвязи, да, с чиновниками местными? Да, я понял. Ну, в принципе, прав Марк Григорьевич во многом, действительно, он сказал верные вещи. В первую очередь, конечно, надо признать, что состояние там действительно ужасающее памятников. Большей частью они не реставрированы, кроме той самой вот мечети Узбека, которая реставрация проходила там 90-е, 80-е или 90-е годы, и мечети Бейбарса, которая тоже там просто законсервирована, и все. Все остальные памятники в плачевном очень состоянии. О чем, опять же, Марк Григорьевич сказал, проект действительно был сделан по реставрации медресе и мечети.
вернее, консервации. Но, насколько я знаю, кроме 2 или 3 консультаций с Марком Григорьевичем, разговора как бы не было по этому проекту и вообще по работам. Работы должны были начаться летом, не начались, насколько я знаю, начались они зимой. Но зимой реставрации как бы такой вот, да, на открытом таком пространстве говорить просто нельзя. Это просто потраченные впустую деньги. Реставрация это не даст того результата, который необходим. Что же касается ситуации с местными властями, там действительно не совсем есть понимание о том, где они находятся. Вот, потому что памятники старокрымские для всей, наверное, Восточной Европы уникальны. Да? Вот Марк Григорьевич очень часто приводит аналогии порталу и михрабу мечети Узбека из Анатолии, то есть ближайший у нас вообще где-то там, вот, да, в Малой Азии, в Турции. Вот, и таких образцов архитектурного искусства просто у нас нет. И это же касается в целом города. То есть памятники там на всей территории современного Старого Крыма расположены. Где ни копни, там обязательно есть культурный слой, обязательно есть какие-то объекты, да, очень много их не обнаружено. Город описывается в источниках большой, да, там его сравнивают с крупнейшими городами Арабского Востока того времени. Вот, так это или не так, мы не знаем, но в любом случае это столичный центр на тот момент Крыма. И, конечно, он представлял из себя такой значительный населенный пункт, где много-много разных было, да, объектов, которые мы еще даже не знаем. Вот. А в то же время, вот как в первом сюжете говорилось, да, там при прокладке водопровода было разрушено мусульманское кладбище XIV, возможно, века. Были разрушены ряд построек, водопроводные системы, много-много-много всего. Вот. На это все дело мы среагировали, вот Институт археологии, да, составил соответствующий акт, мы обратились в Госкомитет по охране культурного наследия, они в свою очередь среагировали, но никаких как бы действенных мер принято по этому поводу не было. Что явилось тому причиной, нам остается только догадываться, мы, к сожалению, не знаем. Вот. На какой-то момент работы были остановлены, потом продолжались уже втихую, пока никто не видит. То есть вот, ситуация там очень плохая, да. Спасибо большое, Вадим Владиславович. В каких еще регионах и на каких еще объектах из-за вот подобной халатности местных чиновников страдают памятники исторического значения? Безусловно, я еще хотел сказать буквально 2 слова про Салхат, не могу не сказать. Потому что действительно просто напрашивается создание в Старом Крыму, поскольку действительно город уникальный, памятник уникальный, напрашивается создание отдельного заповедника. Хотя бы на базе Старокрымского литературного музея. Конечно, он давным-давно уже перерос свои рамки небольшого литературного музея. Это, безусловно, и на его базе нужно создавать нормальный заповедник, чтобы был хозяин у тех уникальных объектов, которые находятся на территории Салхата. Действительно, они по большей части бесхозные. У городской администрации, даже без нее было большое желание, нет возможности проводить и консервационные, реставрационные работы. Вот, безусловно, нужно создавать заповедник в Старом Крыму. Город и памятники этого заслуживают давно. Безусловно, ситуация там тревожная, но не думаю, что безнадежная. Все-таки работает экспедиция Марка Григорьевича. Эмиль Исаевич постоянно, у него уже своя экспедиция, тоже проводит исследования. Мы там небольшие работы проводили. В общем-то, надежда на то, что все-таки и общественность, и власть поймет, насколько важен этот памятник, есть. Я надеюсь, что в дальнейшем все-таки ситуация должна улучшаться. Не может такого быть. Но что касается остальных регионов полуострова, да, действительно, ситуации были тревожные. Весь прошлый год мы в Государственном комитете по охране культурного наследия говорили о федеральной целевой программе, тех памятниках, реставрация, противоаварийные мероприятия, на которых намечались. Но, к сожалению, по большей части это остались разговоры. Поэтому такая ситуация в Старом Крыму. А подобная ситуация сейчас в Судакской крепости. Там тоже, скажем так, прямо аховая ситуация в том плане, что намечены противоаварийные реставрационные работы, которые включают прокладку ливневой канализации возле крепостных стен, что требует, безусловно, масштабных археологических исследований. Как их сейчас проводить зимой, когда у специалистов, которые могут эти работы проводить, не сданы отчеты, прямо скажем так, не могут они получить разрешение, то бишь открытый лист на право проведения археологической работы. Почему? Когда несколько раз говорилось о том, что подобные работы, требующие археологических исследований, нужно согласовывать заранее,
почему они не были согласованы, тоже для меня, честно говоря, загадка. Там, правда, поменялась реставрационная фирма, которая должна вести эти работы. В общем, и там ситуация тоже, к сожалению, не очень, на мой взгляд, нормальная. Хотя основные противоаварийные работы вроде бы как там ведутся более-менее ничего. Вот и такие ситуации, к сожалению, у нас есть. Хотя, должен сказать, что, на мой взгляд, вот те вот масштабные археологические раскопки по многим объектам и федеральной целевой программы, и остальным стройкам, которые в Крыму в 2016 году проводились, все-таки нам удалось, я имею в виду археологической команде нашей большой крымской, все-таки удалось основную массу памятников изучить. Таких вот, скажем так, аховых ситуаций, когда прямо разрушались археологические объекты в ходе строительства, все-таки такие ситуации были минимальные. Их было немного. В основном была возможность и финансовая, вот, и временная, скажем так, все-таки археологические памятники основные на всех этих масштабных стройках изучить. Это огромнейший археологический материал. Спасибо большое. У нас сейчас совсем короткая реклама, скоро вернемся. Анна Юрьевна, по федеральной целевой программе также предусмотрены средства на реконструкцию Ханского дворца. Расскажите, на каком этапе сейчас работа и как вы можете в целом охарактеризовать сохранность дворцового комплекса? Ну, предусмотрены федеральной целевой программой средства на противоаварийные работы. И сейчас проходят они на Большой Ханской мечети в Ханском дворце. Что там сделано? Ну, они тоже, к сожалению, начались в конце 2016 года. Что сделано? Демонтирована черепица старая, демонтирована с крыши глина, определены, какие надо заменять там деревянные конструкции, водоотвод сделан. Вот такие вот пока работы. И в программе было также работы противоаварийные на главном корпусе. Пока они не начались, то есть это скорее вопрос не к нашему заповеднику, а к Государственному комитету по охране культурного наследия, потому что они курируют это направление. Надеюсь, что в 2017 году эти работы начнутся. Это тоже такой комплексный вопрос, потому что там, как уже было сказано, предполагаются археологические определенные работы и геологические изыскания, вот, и масса согласований, и экспертиз историко-культурной, ну и так далее. Вот. На данном этапе только ведутся противоаварийные работы на Большой Ханской мечети. А что предусмотрено на текущий 2017 год? Вот, как я уже сказала, предусмотрены противоаварийные работы главного корпуса Ханского дворца. Это навес, в основном это навес, и с этим связано очень много там мелких вопросов, которые, с одной стороны, мелкие, с другой стороны, существенные, о которых часто не задумываются, кроме, допустим, археологии. Это, например, русло реки Чуруксу, которое надо чистить, потому что если не почистить, то это совершенно другая ситуация, которая, скажем так, вредит фундаментам и деревянным конструкциям строений и так далее. Это уже связано не с археологией, это уже связано не с федеральной целевой программой, а, допустим, с органами городскими власти. Да? Но это ряд вопросов очень существенных. С нашей стороны, по поводу противоаварийных работ, мы проводим мониторинг. У нас есть в заповеднике отдел по сохранению памятников, специалисты буквально каждый день проводят фотофиксацию, наблюдают, что происходит. Потому что и в процессе этих работ тоже появляются вопросы, потому что, во-первых, очень значимое здание, очень значимый комплекс, очень много вопросов у местного населения возникает, да, у городских жителей Бахчисарая, и не только Бахчисарая, Крыма. Вот, и поэтому мы пристально этому вопросу уделяем внимание. А что с руслом реки Чуруксу? Местные власти не хотят... Нет, ну это я как пример, да, то есть когда спрашивают о сохранении памятников, чаще всего что имеют в виду? Отреставрировали или нет, да? А, допустим, что 3 года, почти, по-моему, не менее 3 лет, может даже больше, добивались сноса больших тополей, которые росли около фасада Большой Ханской мечети. Слава Богу, в декабре этого года их снесли, которые несли угрозу как зданиям, так и людям, которые ходят рядышком с этими деревьями. Вопрос коммуникации с другими министерствами, с городскими властями, кому принадлежит, деревья росли в русле реки. И, казалось бы, вопрос, в общем-то, не связан напрямую с реставрацией. Тем не менее, это важный вопрос был. Да? И вот таких вот мелочей, в кавычках, очень много, достаточно большое количество. Как и... У нас, вы задали вопрос по Бахчисараю, по Ханскому дворцу. В Бахчисарайский заповедник входит 118 объектов культурного наследия, то есть в оперативном управлении. А
Но что такое объект? Ханский дворец – это один объект, пещерный город Чебаркуле – это один объект. То есть там еще много внутрикомплексных объектов, всего их 286. То есть очень большой объем. И у нас есть вопросы не только по Ханскому дворцу и проблемы, да, но и с рядом мечети, и Дюрбе, и Салычике, и Мангуб и так далее. То есть для Бахчисарайского заповедника огромный пласт работы, и это одно из главных направлений работы. А как руководство заповедника участвует в регулировании застройки вокруг Ханского дворца? Как может руководство заповедника участвовать в регулировании застройки? Нашими силами что производится? Вот, например, сейчас ремонтировалась дорога, которая проходит по старой части Бахчисарая. Наши сотрудники, специалисты выезжали и проводили осмотр. То есть там повредили несколько средневековых кладбищ, допустим, да, надмогильные камни выявились и так далее. Что в наших силах? Это проводить фотофиксацию, составлять акты, вовремя реагировать, направлять их в органы, там, в Государственный комитет по охране культурного наследия, в прокуратуру Бахчисарайскую, в Севастопольскую. То есть у нас пока рычаги давления только такие могут быть. Хорошо, спасибо большое. София Ханум, какие ключевые опасности стоят перед объектами культурного наследия крымских татар, как вы считаете? Ну, объекты культурного наследия крымских татар, ну, сейчас главная, мне кажется, задача, это, слава богу, этот процесс уже активизируется, да, их в первую очередь изучение, исследование этих памятников. А затем, конечно, в каких-то случаях это консервация, в отдельных случаях это может быть и реставрация. Ну, вот опять вернемся, если к старокрымским памятникам, и будем идти, например, к Симферополю, там и Харасу-Базарские, да, объекты есть очень интересные. Они уже, к сожалению, в руинированном состоянии до нас дошли, но тем не менее они тоже имеют свою богатую историю, тоже о многом нам рассказывают. Памятники, которые существуют на территории Симферопольского района, относящиеся еще и к XIV веку, есть такие объекты очень интересные, которые, к сожалению, ну, практически еще не тронуты. Там рука исследователей их, если и касалась, то очень поверхностно. Вот. И, конечно, в первую очередь, мне кажется, нужно заняться более таким комплексным изучением. И, возможно, даже есть такая необходимость в создании отдельной программы по изучению этих памятников, выявлению этих объектов. Ну, так случалось, что долгое время ими как бы нельзя было заниматься. Вот. В последнее время эта ситуация изменилась, но понятно, что времени, к сожалению, утрачено, и очень многие объекты действительно мы просто-напросто потеряли. Поэтому сейчас есть такая острая необходимость, я считаю, и, конечно же, создавать такие заповедники, музеи, которые могли бы тоже заниматься этими вопросами более комплексно. И, ну, как бы был своего рода хозяин, который бы нес ответственность определенную вот, за эти объекты. Вот. Есть, конечно, очень интересные объекты евпаторийские, кизлевские памятники, которые мы знаем, да? И там тоже, насколько я знаю, начались реставрационные работы в мечети Шукурла-Эфенди. Вот, но все эти объекты, они, знаете, вот где-то не совсем понятно их, вроде как бы они относятся к городу, но например, и в Патарийской Текие создаются новые какие-то учреждения, которые, ну, на мой взгляд, не совсем их деятельность уставная соответствует вообще этому историческому назначению этого памятника. Вот. И получается, как бы, даже вот туристы, которые там бывали, они как бы в замешательстве задают вопросы. Вот почему такое название, да, памятник относится к одному периоду, к одной истории, а вот там как-то совершенно по-другому его подают. Вот, то есть там необходимо, мне кажется, вот комплекс мер таких должен быть выработан, который нужно решать и стараться приложить все усилия для того, чтобы мы могли сохранить эти памятники и передать нашим будущим поколениям. Да, Эмиль Исаевич, как вы считаете, какие ключевые угрозы сейчас стоят перед объектами наследия именно крымских татар? И прослеживаются ли какие-то положительные тенденции в плане сохранения, популяризации объектов культурного наследия именно крымских татар? Ну, ключевая угроза одна – это разрушение. Вот это большая проблема. А положительные тенденции, ну, тоже, в принципе, пока они незначительные, но они есть, поскольку, по крайней мере, проекты реставрации начали приниматься, да, пока реализация их еще далека, не то что от совершенства, а от начала, да, но тем не менее проекты эти есть. И у нас есть надежда, что это все-таки случится. Что же касается вот прямых каких-то, наверное,
таких моментов, направленных на сохранение их, ну, такова действительно была бы, вот правильно София говорит, какая-то общая программа по их сохранению, реставрации, там, изучению. Ну, собственно, накануне принятия Херсонеса в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, да, приезжала большая рабочая группа экспертов ЮНЕСКО и смотрела Бахчисарайский тоже, Ханский дворец, его округу тоже, да, была такая номинация. И в числе экспертов был... Это когда было, Эмилия Александрович, напомните? 11-й год? Я сейчас не вспомню. Нет, как раз-таки 10-й, наверное. 10-11, 10-11. может. 12. Или 12-й, да. Ну, в общем, и вот руководитель группы, профессор австрийский Берн фон Дросте, он прямо сказал, что вам нужно заниматься таким вопросом комплексно. И есть вот вопрос буквально третьей номинации, да, Херсонес, Ханский дворец, округи. Третья номинация — это памятники культуры крымских татар, которые можно было объединить в такую большую сеть по Крыму и подать это как, ну, большую номинацию, и это бы поспособствовало тоже как бы сохранению этих объектов. Вот. Ну, таких примеров у нас достаточно много. Так, а что помешало-то тогда? Помешало, наверное, все-таки желание, и у нас нет местной команды, которая могла бы это сделать пока. Эмилий Александрович, ну давайте скажем честно, да, что касается, допустим, вот этих объектов, которые вы назвали, то основной причиной там, скорее всего, была именно коммерческая деятельность, да, которая строго коммерческая деятельность, запрещена, само собой, конечно. да, правилами это ЮНЕСКО. проблема и с Ханским дворцом тоже была, да, насколько я помню, вот этот вот рыночек вокруг, и он тоже, то есть его надо было упорядочивать. То есть корыстные интересы все-таки естественно, да, преобладали. Да. Ну, это, желание местных, да. которые не хотели бы отдавать эти объекты. Да, мы продолжим сейчас эту беседу. У нас телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Как вас зовут и с какого вы региона? Селям алькам. Алейкум селям. Говорите, пожалуйста. Меня зовут Седамет Фенвер. Город Симферополь. Угу. Город Симферополь. Я хотел бы сказать вот по культурному наследию мечети Чукурча, Луговой. Это мечеть моего деда Седамет Оджа. Я непосредственно внук его. Если вы отойдете немножко подальше от вашего телевизора, то у нас будет быстрее. Что вы можете сказать по этому мечети? Вообще она обследуется или... Ну да, спасибо большое, мы вас услышали. Вадим Владиславович, может, прокомментируете, нет? Да, я могу сказать действительно, что что касается мечети в Луговом, конечно, это не единичный случай. Безусловно, есть еще несколько интересных культовых сооружений крымско-татарских, которые нуждаются, безусловно, и в реставрации. Вот, археологических исследований специальных не было, насколько я знаю. Вот, и как и у большинства подобных памятников и на территории Симферопольского района, и не только Симферопольского района. К сожалению, многие, да, действительно в плохом состоянии. Но вот тут говорилось о тех проблемах, которые стоят перед крымско-татарскими памятниками. Вот я хочу сказать, что тоже, опять-таки, внести такой небольшой положительный, скажем так, момент, что не так уж все действительно, не так уж все плохо. Дело в том, что вот в последние годы, вот даже, скажем, в последние десятилетия, наверное, вот активно разрабатывается, во всяком случае, во многих учреждениях такая проблема, как археология крымских татар. Вот то вот направление, которое достаточно слабо было разработано до недавнего времени, вот, а в последнее время это направление активно разрабатывается. Собственно, не, скажем, чистая археология крымских татар. Уже я не говорю об архитектуре, об истории, о тех проблемах, которые всегда стояли, так скажем, во главе угла исследователя, а вот именно о археологических проблемах крымских татар. И вот как раз в последние годы масштабные раскопки археологических памятников вот по трассам тех больших линейных объектов, которые в 2016 году в Крыму происходили, как раз дали нам огромнейший, интереснейший материал, когда речь шла о раскопках татарских поселений, существовавших, многие из которых существуют с 14-15 века и существовали до 1944 года. Многие из них попадали в трассу
строительства этих линейных объектов, и многие из них были раскопаны очень масштабно. То есть это были такие раскопки крымско-татарских поселений, которых не было вот до 15-16 года в Крыму никогда. Поэтому получен уникальнейший, огромнейший материал, вот, который тоже позволит очень во многом изменить наше представление о материальной культуре крымских татар 15, 16, 17, 18 веков и даже 19. У нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Я звоню с Феодосии, меня зовут Мухаммед. Я бы хотел выразить свою точку зрения по крымско-татарским памятникам и истории вообще народа. Возможно? Только быстро. Только быстро. Смотрите, я бы хотел задать вопрос в студию. Возможно ли такая, как сказать, не манера, а перенятие опыта, да, у иностранных коллег наших, которые находятся за рубежом, когда, культурные памятники одного народа работают на этот народ и на его продвижение и улучшение, а не просто Да, спасибо большое. Мы вас услышали. Александр Германович, возможно такое? Наверное, возможно. Всегда положительный опыт нужно перенимать. Естественно, что для таких масштабных работ нужны, уже не раз здесь это звучало, государственные программы, нужно финансирование для этого. Хотя надо сказать, что вот то, о чем только что говорил Вадим Владиславович, вот это действительно, ведь мы живем, вот сейчас как-то только это осознается, мы живем в эпоху грандиозных археологических исследований. Пожалуй, сопоставимыми по масштабу были только, наверное, работы, когда прокладывалась трасса Северокрымского канала, наверное. То есть мы получаем огромный археологический разрез длиной более 200 километров от Керченского полуострова и от Керчи до Севастополя, по сути дела. И ведь действительно там большое количество памятников, и большинство памятников – это действительно культурное наследие крымских татар. Вот София Ханумка нас говорит, выявлять памятники. А вот смотрите, вот сразу приходит в голову, это для меня самого было недавно открытие, пройдет трасса Таврида. Пройдет она по маршруту старой дороги. Вот когда-то из Феодосии в Симферополь ездили не как сейчас через Салык, через Грушевку, а дорога шла через пролом, вот так вот до Карасу базара, с севера огибая вот этот массив, Агармыш, Балач. И вот мне недавно совсем, я познакомился, увидел грандиозный архитектурно-археологический комплекс крымских татар, дворец Ширинов под северным склоном Кубалача. И это рядом с трассой Таврида. Это же великолепный объект для показа, для экскурсионного посещения. Вот прямо рядом с трассой. Вот хотя бы вот один такой вот пример. Но предстоит действительно огромная работа по систематизации вот этого накопленного материала вот за проведенные вот во время, вот как вы выразились, линейных работ. И еще предстоит, я думаю, несомненно, очень важные, очень серьезные открытия, которые во многом расширят наше представление о культуре, об истории крымских татар и других народов Крыма. Да, спасибо большое. У нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Люди, здравствуйте. Нам нужен мировой туризм, правильно? В городе Керчь. Свердлова, дом 31, переулок 5-й Босфорский. С 1993 года развалины пивзавода и мясокомбината. Рядом фарватер, вход в бывший рыбный порт. Надо сделать пирс длиной 500 метров, чтобы круизные лайнеры с туристами, которые сами 300 метров, могли заходить в Керчь. Тогда появятся туристы со всего мира, из Европы. Появятся деньги. Да, спасибо большое, спасибо огромное. Скажите, пожалуйста, это вообще возможно, то, что вы, это эффективное предложение? Дело в том, что это все возможно, но это не в нашей компетенции, да, то есть мы можем действительно все, что во благо Крыма, это нормально, это должно продвигаться, но просто каждый должен заниматься своим делом. Мы
археологи, мы историки, мы музейные там работники, которые заботятся о сохранении культурного наследия, которые его изучают, его, так сказать, доносят до, ну, скажем, непосвященного человека, да, до жителей, до гостей Крыма. Вот. А то, что вот только что было сказано, это не к нам вопрос, это вопрос к соответствующим там городским властям и так далее. Естественно, мы не против, я, наверное, выскажусь за всех, что все, что вот способствует развитию туризма, развитию популярности Крыма, развитию его, так сказать, вот инфраструктуры, это здорово, но это каждый должен, повторюсь, заниматься своим делом. Хорошо, да. Эмиль Исаевич, вы хотели продолжить предыдущую вот, тему? собственно, в том же ключе, который говорил Александр Германович и Юрий Павлович. Ведь действительно сейчас Восточный Крым, ворота, да, полуострова, и трасса Таврида, действительно, и все другие коммуникации у нас пока сейчас идут оттуда. И поток туристов у нас оттуда движется. И я неоднократно говорил, еще раз повторюсь, это возможность для Восточного и Юго-Восточного Крыма раскрутиться. Да, мы получим несколько объектов, которые по посещаемости, может, даже отберут какую-то часть Ханского дворца, который сейчас лидер в целом, да, когда-то. Но этим нужно заниматься. И, конечно, этим заниматься должны не археологи, да, не музейщики, этим должны заниматься люди, которые это умеют, которые на это учились. А мы, в свою очередь, просто поможем, мы покажем, что где есть, да, как этим пользоваться, как его можно использовать. Это культурное наследие вот в таких вот туристических целях. Что Крыму, кроме туризма, на данный момент... Да, и в связи с ранее сказанным, открываются новые археологические объекты. Я слышу очень интенсивные археологические исследования. Мы тут находимся в основном с археологами в студии. Они очень довольны этим моментом. И мы довольны вместе с ними. Но дальше что происходит? Эти объекты надо консервировать, их надо охранять, их надо содержать, их надо музеифицировать, да, налаживать инфраструктуру, налаживать там рекламу и так далее, и так далее. То есть эти работы ведут за собой комплекс других работ, которые должны уже проводить, наверное, не археологи. И на это все нужны достаточно большие средства. А на такие объекты, как, опять возвращаясь к любимому Ханскому дворцу, как Ханский дворец, то, наверное, это должна быть какая-то или программа долгосрочная на десятилетия вперед, потому что проект делаем год согласовываем, противоаварийные работы, потом второй проект реставрационные работы, сколько они длятся, непонятно. После этого, это без включая археологические исследования, геологические исследования, потом проект приспособления. И когда мы это все сделали, на этом же работа не закончилась. А дальше содержание, это каждый год работа, каждый год пристальное внимание к этому. Да, Анна Юрьевна, к вам вопрос еще. Вот недавно, буквально минут 10 назад, вспоминали историю с ЮНЕСКО, когда в 2011 году, если я не ошибаюсь, была такая идея внести в список ЮНЕСКО, но тем не менее не получилось по известным причинам, коммерческим. И даже помним эпизод, когда сын Мустафы Джемилева там посреди Ханского дворца пытался себе там кафе построить. Ну, это ладно. Ну, буквально в апреле 2015 года состоялось совместное мероприятие. Это я к тому, что Киев эти мысли все не покидают. Значит, совместное мероприятие, ни много ни мало, Института памятника охранных исследований Министерства культуры Украины, Национального художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал». И вот там они пришли к выводу, что историческую среду крымских ханов, город Бахчисарай, нужно внести в список ЮНЕСКО, потому что они находятся на территории Крыма, которые сейчас являются частью Российской Федерации, якобы они сейчас под угрозой. Чего вдруг они сейчас с этой инициативой выступили, и насколько это все перспективно, и чего хотят вообще? Ну, насчет их мыслей я ничего сказать не могу, со мной они не делились. А то, что Ханский дворец, и даже не только Ханский дворец, а исторический квартал Салачик, там Зинджирлы Медресе, там Дюрбе Хаджигерая, дальше идет у нас Успенский монастырь и дальше Чувуткале. То есть вся эта часть будет внесена в список ЮНЕСКО. Это очень давняя мечта многих музейщиков и многих ученых Крыма, не только Крыма. И как бы я считаю, что это достойные памятники, и они должны быть в ЮНЕСКО в результате. А скажите, а юридических коллизий не будет? Вот они пытаются от себя внести, мы будем от себя... Я не могу вам сказать, я не юрист. Я думаю, что сейчас мы живем в такое время, что все время возникают какие-то юридические вопросы. Но дорогу осилит идущий.
Еще один звонок у нас. Алло, слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло. Как вас зовут и какой вы представляете регион, Али Камселян? Али Бекиров, Симферополь. Ваш вопрос. Вопрос. У меня один вопрос. Этот вопрос таков. Есть у нас крепость Мангуб-Кале. Вот там есть в цитадели, при входе в боковых дверях есть написано, там барельеф Сельджукской цепи. Такие же Сельджукская цепь и в других таких вот мавзолеях, Дюрбе, вот много таких же сельджукских цепей исполнено. А все время мы слышим, что это княжество Феодора, Готы, туда-сюда, вот такие разговоры. Да, спасибо большое за ваш звонок. Ну, что касается Мангупа, это, наверное, конечно, к Александру Германовичу. Нет, ну, тут все ясно. Дело в том, что действительно вот этот сельджукский архитектурный декоративный стиль, он широко распространяется как раз в конце XIV, первой половине XV века и дальше. Он присутствует и в более поздних, в армянских, кстати, памятниках, тот же Сорбхач, Таджик, Сударская крепость, фонтан на территории вот как раз немецкой бывшей колонии. То есть это тот стиль, который воспринят был в различных районах Крыма и различными этноконфессиональными группами. Мода, стиль. И действительно, и в княжестве Феодорова были резчики, которые эти мотивы воспроизводили. И на мавзолеях соседей на территории Крымского ханства, ну, вспомним хотя бы мавзолей Дженики Ханум на Чуфут-Кале. То есть этот стиль, он действительно был по-своему интернациональный. И поэтому говорить о какой-то четкой этнической принадлежности такого рода памятников очень сложно. Даже, пожалуй, это излишне. Здесь действительно нужно исходить из контекста каждого объекта культурного наследия, в котором этот стиль реализовывался. Спасибо большое, Вадим Владиславович. Сегодня говорили уже о том, что Крым сейчас находится в режиме таких больших строек. Это и ЛЭП, это и трасса Таврида, и газопровод, и так далее, и так далее. Говорили сегодня о том, что с этим связаны очень интенсивные археологические работы. Видите ли вы здесь какие-то принципиальные проблемы вот в этом процессе? И соблюдаете ли законодательство? Да, действительно, 2016 год был как никакой другой насыщен такими работами. Много раз уже об этом говорилось. И еще будет говориться, конечно. Я думаю, что такой же насыщенный будет и 2017 год. Во всяком случае, насколько я знаю, разведывательные раскопки по трассе Таврида практически завершены. И весь 2017 год, по крайней мере, большая его часть, наверное, будет посвящена археологическим исследованиям уже, собственно, тех памятников, которые по этой трассе были выявлены. Это огромная работа, которая, дай бог, в этом году будет завершена. Вот проблемы, я думаю, что будут те же самые, что и в 2016 году. Это, конечно, ну, в данном случае как раз проблема финансирования стоит не на первом месте. Слава богу, деньги на все эти работы, насколько понимаю, есть. Вот, а, конечно, проблема специалистов, которые будут руководить этими раскопками, конечно, будет. Потому что, безусловно, прав Институт археологии Академии наук России, Российской академии наук, который четко сказал о том, и которую поддержали и наши специалисты, что, конечно, все, во всяком случае, масштабные археологические раскопки на полуострове должны вести крымские специалисты, безусловно, имеющие опыт работы в Крыму. Вот это не могут быть специалисты из других регионов, какими бы они не были опытными археологами. Все-таки специфика крымской археологии, она значительна для всех периодов археологии полуострова. Вот и в данном случае, конечно, это должно соблюдаться. У нас, к сожалению, специалистов, которые могут вести масштабные раскопки, немного, но они есть. Я надеюсь, что они справятся с этой задачей. Вот это, конечно, будет одна из проблем. Как раз насыщение каждой археологической экспедиции достаточным количеством специалистов и руководителей экспедиции, скажем так, и офицерским составом, условно говоря, который будет производить, собственно, основные научные работы, и, конечно, и рабочей силы. Безусловно, в прошлом году, насколько я понимаю, было задействовано очень большое количество, скажем так, рабочих, вот, которые выполняли, собственно, основные земляные работы. Надеюсь, что и в этом году их количество будет достаточное. В общем-то, проблемы такие, которые, я думаю, что будут решены.
завершены. Александр Геннадьевич. Да, продолжая, хочу сказать, что перед нами поставлена ведь тоже очень серьезная задача. Поставлена она высшим руководством нашей страны. Незадолго до Нового года пришло, в данном случае, распоряжение из администрации президента относительно как раз археологического наследия Крымского полуострова, Крыма и отдельно Севастополя. И поставлена следующая задача. Поскольку археологические памятники, объекты – это важнейшая часть государственного имущества, оно должно быть охраняться. А для этого у него должна быть еще, как скажем, надежная, хорошо отработанная юридическая крыша, юридическая база. Вот в этом отношении у нас очень серьезные проблемы. Да, это важно решать текущие задачи в процессе новостроек, вести исследования, но важно провести инвентаризацию имеющегося у нас вот этого огромного наследия. И вот как раз в распоряжении президента речь идет о паспортизации памятников. Но это не просто заполнение каких-то форм, бумажек. Это нужно фактически пройти по всем этим объектам, а их по разным оценкам от 5 до 10 тысяч, их нужно заново описать, их нужно картографировать уже с применением современной геодезической аппаратуры в системе GPS-координат. И вот таким образом вот эта инвентаризация, она даст, я думаю, нам не меньше, чем открытие новых археологических памятников вот в процессе активной исследовательской работы. Вот сейчас разрабатывается, в домах должна быть разработана государственная программа паспортизации. Над этим работает и наш комитет по охране культурного наследия, и все те, кто потенциально будут в этой работе участвовать по подготовке исходных данных для этих паспортов. Спасибо большое, София Ханна. Буквально пару лет назад нашу общественность колыхнула новость о начале коммерческой застройки на территории резиденции Калги Султана, здесь у нас в Симферополе, на улице Воровского. И благодаря вот такой реакции общества, научного сообщества, музейных сотрудников, Крымского инженерно-педагогического университета и в целом всего научного сообщества удалось все-таки и приостановить эту коммерческую застройку. И тут глава государства лично вмешался в это дело. Сейчас там не ведется никаких работ, но как вы можете характеризовать перспективы исследований, изучения этой территории? Пожалуйста. Ну, по Калга Султану, наверное, больше даже мог сказать Юрий Павлович, но тем не менее, конечно, вот действительно тогда такая ситуация вообще периодически она возникала, когда вот эта территория, да, пыталась там какой-либо коммерческой организации начаться застройки там или еще что-то. И вот последняя, о которой вы говорите, она также вот произошла совсем недавно. Да, и мы неоднократно тоже обращались со своей стороны музея в нашу администрацию для того, чтобы получить какое-либо разъяснение. Но нам как объяснили, что это место уже закреплено за частным предприятием «Столица», по-моему, тогда называлось, и каких-либо других вопросов по этому месту не должно стоять. Но сейчас, конечно, ситуация, насколько я понимаю, занимается этим конкретно объектом наш муфтият. И там вопрос, почему именно с их стороны так активно будируется, потому что там находилась мечеть, когда-то была построена еще Менгриги Райханом. Вот. И как бы там идея такая о том, что необходимо это место, на этом месте также вот обозначить это вот таким молитвенным домом. Но, конечно, перед этим необходимо там провести все-таки комплексные археологические изыскания, потому что, насколько я знаю, там на самом деле раскопки не проводились. И более того, на этом месте когда-то находился даже пивзавод, и поэтому все, что там, к сожалению, мы могли еще, возможно, обнаружить, да, там, наверное, уже многое нарушено, этот культурный слой. Но, тем не менее, я думаю, что в любом случае нужно это место обязательно включить в список объектов культурного наследия.
И начать, конечно, в первую очередь там археологические изыскания, затем уже потом делать музеификацию. В принципе, до нас дошли прекрасные описания этого места, ну, как выглядел тот дворец, какой он был прекрасный, какие объекты на его территории находились. То есть, если нам удастся обнаружить действительно какой-то слой культурный, то мы могли бы сделать консервацию, ну, а рядом с, построив новый такой комплекс, возможно, музейный, весь тот материал, который мы сможем поднять из этого культурного слоя, могли бы вот представлять в музейных экспозициях, то есть сделать его таким объектом культурным, в который могли бы посещать туристы, наши школьники, учащиеся и так далее, и могли его изучать в дальнейшем. Потому что это действительно очень интересный слой, музейные предметы, сохранились музейные предметы и музейные коллекции, которые в той или иной степени все-таки очень интересно представляют вот исторический период, который относится к строительству к строительству именно дворца Калга-Султана. Спасибо большое, Эмиль Исаевич. Буквально в 2014 году у нас возник новый центр науки, это Крымский научный центр при Институте истории имени Марджани. Прошло совсем немного времени, но тем не менее уже видны очевидные плоды труда вот этих ученых, которых собрал Крымский научный центр. И сейчас мы у нас на большом экране увидим вот эти издания, которые родились у нас в Крымском научном центре. Расскажите подробнее о функциях Крымского научного центра и о конкретных результатах, которые вот за этот короткий период времени, но тем не менее, удалось достичь. Ну, действительно, да, Крымский научный центр Института истории Академии наук Татарстана был здесь открыт указом президента Татарстана, то есть был подписан соответствующий документ, был сформирован такой вот отдел, да, при этом институте. В него входят исключительно крымские на данный момент исследователи. Они занимаются, в принципе, комплексно исследованиями истории Крыма, не только крымских татар, да, но и всех других народов, которые здесь проживают. Конечно, больше акцент делается на крымско-татарскую историю, на отдельные ее аспекты, но в целом, как бы, в общем, очень много внимания уделяется и как бы таким общим вопросам. Что хотелось бы отметить? Действительно, очень много изданий сразу, да, появилось. Тут надо сказать, что вот мы говорим о культурном наследии, мы говорим большей частью о материальном, да, но есть же еще нематериальное. Вот Крымский научный центр занимается в том числе и нематериальным культурным наследием. Да? Как это выражается? Ну, в первую очередь, изданием различных письменных источников, которые касаются истории Крыма. Да? Вот вышел ряд вообще уже источников по истории Крыма, по истории Крымского ханства. Да? Был реализован на данный момент уже сборник «Крымское историческое обозрение», где публикуются тоже отдельные материалы, как по археологии, так и по истории, по этнографии крымских татар и других народов Крыма. Да, вот. И вышел свод памятников Бахчисарая, первый том, да, где максимально удалось собрать максимальное количество памятников, относящихся к истории крымских татар и мусульманской культуре Бахчисарая. Готовятся другие уже тома, да, в разработке Симферополь, в разработке Бахчисарайский район, в разработке Старый Крым. Вот, для этого привлекаются не только сотрудники Крымского научного центра, но и другие исследователи. И с расширением как бы ареала, да, это многотомного свода, конечно, мы будем обращаться к еще большему количеству специалистов в той отрасли, которая нам будет на тот момент актуальна. Отрасли истории, я имею в виду. Проводятся конференции тем же Крымским научным центром. В общем, очень много, на самом деле, можно говорить. Гораздо более, наверное, интересно было бы смотреть все эти вещи, да, читать. Да, вот режиссер нам не показал наши издания, к сожалению. Надеюсь, увидим их еще. У нас телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут и какой регион вы представляете? Меня зовут Сетмемет, я из Белогорского района. Задавайте ваш вопрос.
Ну, у меня вопрос такой. Является ли топонимика, старые названия, то есть сел, деревень и так далее, культурным наследием Крыма? Спасибо большое. Вадим Владиславович. Да, очень интересный вопрос и правильный. Безусловно, является. Топонимика – одна из составных частей исторических исследований, очень важная часть. Конечно, является. Безусловно, и топонимику крымских татар нужно изучать, что и делается, безусловно, уже не одно десятилетие. Очень давние есть и очень хорошие работы. Эти исследования продолжаются. Вот, то есть топонимика и не только крымско-татарская, и предшествующее времени и греческая, и армянская, и немецкая, и русская, конечно, тоже. Это важнейший исторический источник для любых выводов, для любых обобщений. Очень хороший вопрос. Спасибо большое, Александр Германович. Ни выявление памятника, ни постановка его на учет, собственно, не могут обеспечить его сохранность, его сохранение. Без использования, без жизни памятники просто гаснут. Но в противном случае возникает опасность излишней коммерциализации, да, вот, музейных ценностей, музейных объектов. Как выдержать этот баланс? Не превратить памятники в объект рыночных отношений, но тем не менее обеспечить ему полноценную жизнь. Ну, очевидно, здесь не существует какого-то единого рецепта. Где-то, конечно, ну, возьмем тот же самый Бахчисарайский дворец, хан-сарай, он проводит, естественно, коммерческую деятельность, она законная, и она во благо этому учреждению и, соответственно, ансамблю. Там, где, ну, можно сказать, есть естественные совершенно условия, юридически обоснованные для использования, как и во всем мире делается. Ну, пожалуйста, побродите по Парижу, там, куда вы не ткнете какой-то объект, там обязательно с вас в большинстве случаев возьмут деньги. Да любой другой исторический город с историческим наследием. Оно должно работать, оно должно зарабатывать деньги. Но, конечно, это не должно превращаться в самоцель. Собственно, здесь самым, по-моему, важным моментом, общим моментом для того, чтобы поставить дело о сохранении этого наследия, ну, должна быть единая вот для населения вот нашего конкретного крымского региона, любого, но мы говорим сейчас о Крыме, это действительно гражданская позиция каждого из нас. Мы должны просто понимать, что все то, что сохранила крымская земля, то, что в ней находится, то, что возвышается над так называемой дневной поверхностью, это наше общее наследие. В данном случае именно земля, она всех уравнивает. Все, что ушло в землю и открывается вот в результате или специальных научно-исследовательских работ, или новостроек, это все должно быть нашим общим величайшим и ценнейшим содержанием жизни и творчества предшествующих поколений. Это памятники человеческого труда, памятники человеческой мысли. И в этом отношении, я еще раз хочу подчеркнуть, археология уравнивает нас всех перед вот этим огромным пластом вот, того, что было создано многими поколениями. В этом человек и отличается, между прочим, от животных. У животных нет понятий о прошлом. Человек именно и является мыслящим существом с высокими гуманитарными целями и понятиями, именно потому что он ценит и осознает все то, как свое наследие, все то, что было создано людьми предшествующих времен. Ценность человеческого труда, извечная ценность человеческого труда. Вот чему нас прежде всего учит археология. Да, у нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Ага. Алло. Ассаляму алейкум. Алейкум салям. Алейкум салям. Алейкум. Как вас зовут? Откуда вы? Симферополь. Угу. Ваш вопрос? У меня вопрос такой. Вот многие музейные ценности в свое время были вывезены из Крыма после выселения крымских татар. И будут ли они вот из центральных музеев Российской Федерации возвращены на свое исконное место, там, где они должны быть? Это связано с историей и Крымского ханства, и предыдущих времен.
Спасибо за... Да, спасибо за ваш вопрос. В начале нашей передачи мы говорили уже об этом. Ну, давайте, наверное, Вадим Владиславович, вернемся к этому. Возможно, как это сделать? Да, дело в том, что мы уже действительно об этом говорили, вопрос очень сложный. Но дело в том, что действительно в 1944 году очень много вещей, к сожалению, покинуло пределы полуострова. Но вместе с тем многие, конечно, оказались в музеях. Здесь процесс, безусловно, был очень трагический, сложный, но неоднозначный. Но какой здесь может быть рецепт, честно говоря, я пока что не берусь сказать. Безусловно, эту проблему, по крайней мере, надо озвучивать, об этом говорить. Что многие вещи, происходящие с территории Крыма, и археологические, и, конечно, этнографические, находятся за пределами полуострова. Если они находятся на территории России, я думаю, что эти вопросы как-то можно решать. Я думаю, что как раз уже дело юристов, дело музейных работников, руководителей музейной сферы, думать, как этот вопрос решить. По крайней мере, продумать, какие пути решения возможны. И уже об этом, конечно... самое главное, конечно, об этом не нужно молчать, нужно смело об этом говорить. И можно пару слов на эту тему? Пожалуйста. Прецеденты, когда возвращались, во всяком случае, в Бахчисарайский музей, были. Кроме вывезения вещей после 1944 года, еще ряд музейных предметов были вывезены во время Великой Отечественной войны. В Бахчисарае вернулись из Венского этнографического музея ряд предметов, как раз-таки связанные с историей культуры крымских татар и немножко с крымскими караимами. Это один был, это на моей памяти, как я работаю в заповеднике. И еще был случай, когда вернулся ряд Коранов, и не только Коранов, из Львовского музея. То есть, как мне кажется, это реально, это возможно. Просто надо прилагать какие-то усилия. Это раз. А во-вторых, должна быть какая-то добрая воля со стороны тех музеев, или не только музеев, а может частных лиц, у которых сейчас находятся эти материальные ценности. Анна Юрьевна, в конце прошлого года, сейчас возникла угроза сноса исторического здания на улице Ленина, 97. Известная история. Будут сносить или нет? В Бахчисарае, улица Ленина, 97. Недалеко от... Все дело в том, что только недавно, это пару месяцев назад, снесли здание на улице Ленина. Я не могу вам сказать, точно ли 97, может быть, 67, да? И мы при этом участвовали в процессе. То есть у нас наши сотрудники сигнализировали в Государственный комитет по охране культурного наследия. Ряд жителей Бахчисарая, которые краеведы, научные работники, были категорически против здания. Проводилось несколько совещаний на разных уровнях. Но в результате, к сожалению, к нашему, это здание было снесено. А кто принял смотрели, мы лично смотрела, как это здание сносилось. Но ничего сделать мы не могли, к сожалению. А чье это было решение? Сейчас проводились комплексные работы по благоустройству города Бахчисарая. С одной стороны, это очень хорошо, и жители рады, а с другой стороны, в результате этих работ происходят такие нехорошие вещи. То есть я уже упоминала, что там кладбища были повреждены, кое-где надгробия были повреждены, в том числе снесли это здание. Я не могу точно сказать, кто подрядчик, да, но Госкомитет наш, Крымский, по охране культурного наследия, написал предписание не сносить. То есть это вандализм? Можно сказать и так. Который исходит из чиновников? Со стороны чиновников? Кто-то где-то не доработал. Я не могу сказать, что это было целенаправленно, да, потому что не было никакого разбирательства, или было, но результатов я не знаю. Но то, что предписание мы показывали рабочим, которые сносили это здание, то есть мы копию получили на руки, наши сотрудники, в том числе я, мы пошли, мы показывали, попросили приостановить эти работы, но они не были приостановлены. Мы вызвали, естественно, полицию, приехала полиция, составила акт, составила фотофиксацию, все это сделали, но здание, к сожалению, не вернуть, вы же понимаете. Зато можно привлечь к какой-то ответственности виновных. Дальше, так как мы написали со своей стороны, отреагировали на эту ситуацию, Государственный комитет наверняка отреагировал, да, то есть продолжение какое-то будет, но какое бы оно ни было, здание не вернуть. Так? К сожалению. Да. София Ханум, вы хотели? Я хотела по поводу того, что о возврате, вообще насколько
можно об этом сейчас говорить, но во всяком случае нужно тут, говорилось, да, что и во время войны, после 1944 года и в 70-80-е годы, я помню, даже очень широко публиковались акты из Бахчисарайского заповедника о том, куда конкретно были переданы и какие предметы музейные. Там, кроме Коранов, там было очень большое количество и вышивок, и предметов ткачества, ювелирного искусства и так далее. И вот все те, ну, во всяком случае, вот на протяжении последних лет, когда велись переговоры на предмет возврата, это достаточно сложный вопрос. Ну, это просто, ну, чрезвычайно не хотят, естественно, все это отдавать, потому что, ну, по ряду причин, по ряду проблем. Другой момент, что мы хотя бы знаем, где это, и можем увидеть и работать с этими предметами. Есть очень интересные вот предметы, рисунки, сделанные Спасской еще до Великой Отечественной войны, которые с вышивок, с крымстарских вышивок орнаменты хранятся в Государственном историческом музее. Вот сейчас мы как раз с ними работаем. Они, ну, готовы нам передать, ну, только для работы, для исследований, копии этих вещей. Потом очень много там вышивок, которые были также буквально после депортации, когда все эти предметы свозились, сносились на какие-то склады, приезжали сотрудники из музеев и выбирали какие-то вот самые интересные, ценные. Также мы можем сейчас проследить, есть публикация о том, каким образом, где они находятся. Вот. Мы хотя бы хотели сейчас... обращаемся к музеям с просьбой, центральным музеям, чтобы они привезли и показали, хотя бы выставки организовали здесь музей, чтобы мы могли увидеть эти раритеты. Потому что, ну, Российский этнографический музей уже имеет опыт сотрудничества с нашими крымскими коллегами. Но вот пока именно крымско-татарская как-то вот не получается именно сделать именно выставку, посвященную крымско-татарскому искусству. Ну, вот с музеем, историческим музеем налаживаются отношения. Мы надеемся, что те уникальные памятники, которые там хранятся, относящиеся к нашей истории и культуре, ну, в каком-то ближайшем обозримом будущем будут хотя бы опубликованы и представлены широкой публике. У нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Как вас зовут и какой вы регион представляете? Ассаляму алейкум. Меня зовут Рушен, я из Симферополя. Хотел задать вопрос Софье Аминовой. Будьте добры, пожалуйста, скажите, на сегодняшний день кто-нибудь ведет вообще учет того, что сколько деревень крымских татар было сожжено фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны за связь и поддержку партизанского движения в Крыму? И является ли это сегодня памятными как бы объектами, которые требуют своего какого-то, ну, будем так говорить, обозначения? Да, спасибо. Да, спасибо большое за звонок. Спасибо за вопрос. Теме сожженных деревень вот музей уже вот на протяжении последних 3 лет посвящает отдельные мероприятия. И обычно это в конце декабря. Вот одна самая такая зафиксированная дата, известная, это 21 декабря, когда были сожжены жители деревни Улусала Бахчисарайского района. И вот совместно с общественной организацией «Инициатива» мы проводим эти памятные мероприятия, где выступают исследователи, которые занимаются этой проблемой. И вот на последнем, как раз в конце декабря, когда проходило, было очень интересное сообщение Полякова Владимира Анатольевича, который рассказывал о том, что сейчас они занялись именно непосредственно поисками в архиве, и, ну, как бы цифра 127, она фигурировала уже, 127 деревень, которые были сожжены. Но сейчас более уже как бы целенаправленно изучают, насколько, потому что в некоторых есть списки отдельных просто сожженных домов, где-то более такие трагические моменты происходили. Вот, поэтому этим вопросом мы тоже стараемся заниматься, но вот более плотно и серьезно всегда, и он не оставляет нас, Камиль Ага Аметов. Поэтому я думаю, что мы эту тему, конечно, будем дальше продолжать, выявлять и сохранять память о этих трагических событиях. Ну, а по селам, где происходили, которых уже, к сожалению, нет, но мы знаем, что они были сожжены по определенным причинам, ну, как бы было высказано такое предложение, чтобы поставить там хотя бы, ну, камни, да, памятные какие-то, обозначить их, что там действительно находилась деревня, там проживало такое-то количество людей, она была сожжена вот в такое-то конкретное время. Вот, то есть эта работа как бы нами запланирована и ведется.
Вадим Владиславович, в контексте реплики Анны Юрьевны, как вы можете охарактеризовать систему взаимодействия органов власти, местных чиновников с научными центрами, с учеными? Насколько эта связка эффективна? Здесь, да, безусловно, вопрос очень актуальный и важный. И здесь тоже, кстати, бывают разные ситуации. Нельзя все подводить, скажем так, под один отрицательный или один положительный знаменатель. Разные абсолютно бывают ситуации. Но в целом, конечно, допустим, по тому опыту, который есть у нас в Институте археологии, по большей части, конечно, городские власти идут навстречу, скажем так, тем ситуациям, которые бывают с памятниками археологии, с охраной культурного наследия. Безусловно, есть и отрицательные примеры, не буду об этом говорить. Но есть и положительные. Допустим, в прошлом году наш институт проводил довольно масштабные раскопки интересного большого христианского храма в окрестностях Судака. Значимые раскопки, интересный объект. И городские власти Судака полностью пошли навстречу нам, организовали, во всяком случае, работу экспедиции, помогали всячески в проведении раскопок. То есть здесь такой есть положительный, безусловно, в прошлом году у нас пример. Есть примеры положительного сотрудничества и с Феодосийской городской администрацией, и с Керченской тоже, при проведении охранных исследований. Есть положительные примеры нашей работы и в северо-западном Крыму, скажем, и в Патарийском регионе. То есть здесь тоже случаи бывают разные, безусловно. Но все-таки в 2016 году по большей части у нас был положительный опыт общения для решения разных вопросов с городскими администрациями. Я так понимаю, что и наша, скажем так, верховная крымская власть тоже часто не остается в стороне от решения важных вопросов. Тоже всячески пытается, в разных ситуациях по-разному, но, безусловно, пытается помогать. На протяжении всего нашего эфира у нас шло онлайн-голосование. Понимаем ли мы истинную ценность культурного наследия Крыма? Да, ответили 1167 человек. Нет, 825 человек. Историки очень любят повторять очень справедливую фразу «без прошлого нет будущего». Наше отношение к прошлому выражается не только в системе накопленных знаний, но и в нашем отношении к нашему культурному наследию. Очень хочется надеяться, что наше общество будет понимать ответственность за сохранность объектов культурного наследия, а наши чиновники, органы власти и научные центры, ученые смогут выработать очень эффективную систему взаимодействия друг с другом. Это все на сегодня. Спасибо большое за внимание. До встречи в следующий четверг.